Бизнес-обман или история о том, как скупой платит дважды. Все началось с того, что жительницы Ингушетии нашли в интернете страницу с брендовыми вещами и хотели заказать товар из Италии, да еще и сэкономить на доставке. Женщина размещала в социальной сети Instagram объявления о продаже одежды и похищала деньги. Наивные жертвы переводили ей на счет баснословные суммы. А вместо того, чтобы отправить товар, покупатели сами отправлялись в черный список. Всего из Ингушетии на удочку клюнули 2 человека. Нам удалось связаться с одной из жертв IT-мошенничества и по телефону записать ее интервью с условием изменения голоса. Я заказал у нее обувь для себя и для своего мужа. Почему заказала сразу? На некоторые модели, вот почему я повелась. Некоторые модели, которые я у нее спрашивала, она первое время говорила, что размеров нет, что они закончились. Вот именно поэтому я как-то и повелась. И номер на WhatsApp у нее тоже был заграничный. А чем дальше, тем соблазн был больше. Лжепродавец обещала женщине на последующие товары сделать скидку 10%. Этой новостью покупательница поделилась с сестрами, подругами, и те тоже, не раздумывая, решили заказать. В итоге перевели мошеннице более 200 тысяч рублей. Через какое-то время она просто-напросто перестала выходить со мной на связь. На что я сказала, что напишу заявление. На что она просто не отреагировала. Сообщения до нее доходили, но она просто-напросто игнорировала, она не отвечала. Вот я решила написать заявление. Если честно, я очень сомневалась в том, что ее поймают, но все-таки заявление написала. И не прогадала. Так, сотрудники республиканского МВД в ходе выезда в служебную командировку по горячим следам установили причастность к совершению данного преступления ранее судимой за мошенничество 37-летней жительницы Санкт-Петербурга. Наши сотрудники установили местонахождение данной гражданки, приняли у нее явку с повинной. Также в ходе проведения следственных действий и различных мероприятий, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом, была установлена причастность данной гражданки к совершению еще одного преступления с использованием IT-технологий в отношении другой жительницы нашей республики. Общая сумма ущерба по 2 эпизодам составила около 1 миллиона рублей. Причем доверять не всегда стоит даже проверенным поставщикам, ведь гарантии никто не предоставляет, а скан паспорта и водительских прав ничего не дают. Даже есть случаи, когда вот уже проверенные поставщики, проверенные байеры, это я уже потом в ходе узнала, когда много интересовалась, у многих спрашивала. Даже проверенные поставщики, они отправляют товар, там 1-2 раза отправят, а на 3-й раз просто-напросто тоже не выходят с вами на связь. IT-преступления происходят каждый день. Только за прошлый год по факту мошенничества возбуждено 148 уголовных дел, что почти в 3 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года. Так что не теряйте бдительность. Ну а если все-таки оказались в щепетильном положении, сразу же пишите заявление в полицию. Селимхан Калоев, Новости 24.